Итак, первый этап 1 на 1. Что нам снег да мороз, когда всей семьей на праздник? Ажиотаж сегодня на Кремлевской набережной. Семьи играют в зорницу, холостяки проходят курс молодого бойца, но побеждает настоящий семьянин. Показать вот сыну пример, как надо, добиваться успехов, что надо быть мужественным, сильным, целеустремленным. В Нацмузее сегодня не до экспозиции. Детям раздают автоматы, правда, игрушечные. Взрослые учатся владеть первобытным луком, мечом и соревнуются в сборке и разборке оружия времен Великой Отечественной войны. Человек, который попадает в музей, может пройти 9 испытаний на разные эпохи от первобытного общества, то есть умение владеть топором, до современности, сборки, разборки оружия. Флешмоб-сюрприз для защитников Отечества подготовил оркестр управления Росгвардии по Татарстану. В одном из торговых центров музыканты порадовали зрителей популярными песнями военных лет. Равнодушным не остался никто. Не понравилось, не ожидали. Пришли с ребенком поздравить его с 23 февраля, купить ему подарки, и тут неожиданность приятная такая. Очень все понравилось, молодцы ребята. В этот день Казань не только гуляла, но и вспоминала тех, кто отдал свои жизни, сражаясь за Родину. В Парке Победы эстафета «Дорога памяти». Она посвящена 75-летию освобождения Белоруссии и 74-й годовщине Победы. Впереди 10 городов. Специальную капсулу соберут землю с полей сражений. Совершится эстафета в мае у стен Брестской крепости. Великая Отечественная война запечатлится большой ценой, которую заплатила республика за победу. Более 400 тысяч воинов осталось на полях сражений в Великой Отечественной войне. Алина Мусина, Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, Алмаз Зиединов, ТНВ Казань.